Здравствуйте, вы смотрите новости, в студии Власий Сергеев. Коротко о главных темах выпуска. Кардиососудистый центр готовится к открытию. Готовность объекта составляет 95%. Центр патриотического воспитания «Авангард» получил первые образцы военной техники. В Якутске подвели итоги выступления якутских борцов на мемориале Ивана Ярыгина. В Якутии проверят факт нарушения жилищных прав инвалида и причинения вреда его здоровью. Прокуратура Лайховского района после сообщений СМИ о проживании лица с ограниченными возможностями здоровья в аварийном доме в поселке Чакурдах организовала проверку. В ходе процедуры ведомство даст оценку действиям или бездействию должностных лиц администрации поселка по обеспечению жилищных прав пострадавшего гражданина. По поручению прокуратуры Республики Саха-Якутия прокуратура Лайховского района организовала проверку по сообщениям информационных ресурсов о проживании лица с ограниченными возможностями здоровья в аварийном доме, причинении вреда его здоровью в результате проживания в непригодных для жизни условиях. В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям бездействия должностных лиц администрации муниципального образования поселка Чакурдах по обеспечению жилищных прав пострадавшего гражданина, иных уполномоченных органов и другим вопросам. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры республики. Тем временем в прокуратуре республики продолжается прием граждан. Сегодня в Якутске начальник управления Генпрокуратуры по Дальнему Востоку Андрей Мандахонов лично встретился с гражданами и ответил на проблемные вопросы. На встрече присутствовали прокурор республики Максим Попов и руководители контрольно-надзорных правоохранительных органов и организаций. Помимо очной встречи, граждане обращались и по видеоконференц-связи. По итогам приема начальник управления Андрей Мандахонов поручил по всем нарушениям прав незамедлительно организовать проверки и принять эффективные меры. Представители Комитета по делам Арктики и профильных министерств региона в режиме онлайн обсудили сотрудничество в сфере обеспечения продовольственными товарами арктических районов республики в рамках Северного завоза. Одним из самых перспективных и выгодных направлений может стать маршрут Петербург-поселок Черский по Северному морскому пути. Эксперты считают, что в целом за сезон можно будет доставить не менее 9 тысяч тонн продовольствия и других грузов. Ранее сообщалось, что в 2022 году объем поставок из Петербурга в Арктику превысит 300 тысяч тонн. Объявлен конкурс среди педагогов, посвященный столетию образования Якутской ССР. Прием заявок начнется 5 марта. Принять участие могут педагогические работники со стажем не менее 5 лет, которые ведут программы основного, общего и дополнительного образования, в том числе ведущие программы наставничества. Жюри будет учитывать достижения обучающихся и эффективность использования современных образовательных технологий. По итогам конкурса определят 100 лучших педагогов, которые получат специальные премии по 100 тысяч рублей. Перейдем к эпидобстановке в нашей республике. За минувшие сутки выявлен 3381 случай инфицирования коронавирусом. При этом выздоровели 2403 человека. Несмотря на увеличение количества вновь выявленных случаев и скорость распространения инфекции, у большинства пациентов наблюдается легкое течение заболевания. Это обусловлено в первую очередь вакцинацией против коронавирусной инфекции. Так, на сегодняшний день первым компонентом привиты 576 737 человек, что составляет более 80% от взрослого населения республики. Ревакцинацию уже прошли 128 325 человек. Это 54% от количества тех лиц, у которых наступил срок ревакцинации. Необходимо обратить внимание, что система здравоохранения в полном объеме осуществляет лечение заболевших людей. У нас увеличивается количество выздоровевших. За последние сутки выздоровело 2403 человека. Накануне это было 1521. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, несмотря на увеличение количества этих выявленных случаев и скорость распространения, пока медицинские работники у вакцинированных людей, либо ревакцинированных в зависимости от стадии, отмечают легкое течение заболеваний. Для невакцинированных людей сохраняется угроза тяжелого течения заболевания, и это мы видим сегодня уже на анализе 4 недель.
По данным оперативного мониторинга Управления Роспотребнадзора с 24 по 30 января ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в республике остается напряженной. Так, в целом по республике зарегистрировано 30 956 случаев ОРВИ. Показатель заболеваемости по совокупному населению превышает эпидемиологический порог в 4,8 раза. По результатам лабораторного мониторинга ОРВИ и гриппа за прошедшую неделю отмечается активная циркуляция вирусов гриппа, а доля от положительных находок которых составила 35,6%. Среди циркулирующих вирусов негриппозной этиологии доминируют вирусы парагриппа. Современный высокотехнологичный кардиососудистый центр вскоре распахнет двери перед пациентами. Готовность объекта высокая и уже составляет 95%. В данный момент идут пусконаладочные работы и настройка оборудования. Проверил ход подготовки к предстоящему в апреле открытию первый вице-премьер республики Кирилл Бычков. Строящийся центр общей площадью более 15 тысяч квадратных метров должен стать головным учреждением единой системы кардиососудистой службы с четко распределенной маршрутизацией, комплексным подходом к лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Это на сегодняшний момент самый современный кардиососудистый центр на Дальнем Востоке. Здесь применены и использованы все самые современные приборы, оснащения, медицинское оборудование, которое на сегодняшний день есть в мире. Вот у нас также здесь реанимационное отделение очень такое оснащенное и по самым современным медицинским технологиям. Ну и, конечно, есть большое количество чистых помещений, где будут производиться операции, в том числе и гибридная операция. То, что, в общем-то, у нас в республике таких услуг раньше не было. Центр патриотического воспитания «Авангард» на базе Якутской кадетской школы-интернат получил первые образцы военной техники. Работа по оснащению центра демилитаризованной техникой ведется по поручению главы республики Айсена Николаева. Сообщается, что в скором времени центр получит еще 28 единиц техники. Так, из Восточного военного округа ожидается поставка 16 единиц ракетно-артиллерийского и 12 единиц бронетанкового вооружения. Все образцы демилитаризованной военной техники будут выставлены в качестве памятников. Подразделения госавтоинспекции республики в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» получили новые автомобили. Так, 33 «Лады Весты» были представлены сегодня в Якутске. Все автомашины отправят в разные районы республики. Отмечается, что автомобили укомплектованы наружными камерами кругового видеообзора и внутренними видеокамерами с фиксацией происходящего в салоне, светодиодными маяками, обогревом сидений и лобового стекла. За прошлый год в рамках данного проекта были приобретены 163 таких патрульных автомашин. Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» и национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», он уже в стране работает с 2019 года. И благодаря этим двум проектам за это время в республике построено большое количество дорог. Также улучшена материально-техническая база ГИБДД. Мы только за прошлый год получили 163 патрульных автомобиля. Благодаря этому повлияло на безопасность дорожного движения. За прошлый год у нас дорожно-транспортные происшествия сократились на 2,3%. Также сократилось на 22% количество погибших граждан на дорогах. Сократилось на 8% дорожно-транспортные происшествия по вине нетрезвых водителей, на 28% по вине водителей автобусов. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции Национальная библиотека обслуживает читателей только по предварительной записи. Так, в день читальные залы библиотеки приходят не более 150 человек. Для маломобильных граждан сотрудники Национальной библиотеки еще в прошлом году запустили проект «Библия Мобиль», в рамках которого 2 раза в месяц они развозят читателям книги и журналы по адресам. Всего состоялось более 100 таких выездов. Помимо этого, читатели стали широко пользоваться услугами электронной библиотеки. Так, за прошлый год электронную библиотеку посетили около 1,5 миллиона читателей.
Да, во-первых, мы должны сделать таким образом, чтобы на сайте любой библиотеки Республики Саха-Якутия появилась своя электронная библиотека. Причем это не значит, что там будет развернута инфраструктура по сканированию, да, специалисты. Может быть, на местах у некоторых библиотек с этим есть трудности, но мы сделаем с помощью программных интерфейсов, сделаем так, что наша электронная библиотека будет интегрироваться на сайте других библиотек. Следующий момент – это значит, мы должны поработать над рекомендациями для наших читателей, которые будут составляться в автоматическом режиме с помощью нейронных сетей. Мы еще должны поработать по поводу вопросы распознавания, да, якутского текста, очень остростоящие вопросы. Тут мы будем использовать систему машинного зрения, допустим. В столице республики состоялась пресс-конференция, посвященная итогам выступления якутских борцов на международном турнире по вольной борьбе Гран-при Иван Ярыгин. Республику на традиционных соревнованиях в Красноярске представили 10 борцов. Единственным, кому удалось зайти на пьедестал почета, стал Виктор Рассадин, одержавший победу в весовой категории до 70 килограмм. Главный тренер сборной республики Александр Оконечников в ходе пресс-конференции дал среднюю оценку общему выступлению своих подопечных. У нас задача сейчас пройти 2 учебно-тренировочных сбора. Увидите конкретно, да, к чемпионату Европы. Там нам надо пройти уверенно, что без травмы, без ничего. Там дальше будет видно, как тренерский совет будет решать, кого куда отправлять. Будем по ихнему плану работать. В общем, выступление сборной оцениваю средней, потому что у нас одним результатом, видите, оценку давать тоже считаю нецелесообразно, но другие наши легковесы отпороли средней. В Москве прошла презентация Татинского улуса в рамках 2-й художественно-промышленной выставки «Уникальная Россия». На главной площадке выставки «Уникальная Россия» в гостином дворе звучали якутские песни, отрывки из Олонхо, зрители угощали северными деликатесами. И по традиции презентация Якутии закончилась, конечно же, нашим традиционным танцем асохаем, танцем дружбы и объединения. Таким масштабным представлением делегация из Татинского улуса решила отметить сразу несколько юбилеев. Это и 100 лет образования ЯССР, а также 110 лет со дня появления Татинского улуса. И творческим перформансом якутянам удалось удивить москвичей. Очень понравилось, очень необычное. Да, особенно девушка понравилась, которая играла на этом вашем и горловое пение. Восторг. И очень вкусная рыба у вас. Очень интересные, очень красивые наряды у вас, обычаи, угощения очень вкусные. И замечательно снят видеофильм с красотами. Все там, и северное сияние, и красивая природа. Ездя по регионам, смотря как презентуют свои регионы, я сейчас был впечатлен, как Якутия презентовала себя. То есть это красиво, ярко, интересно, насыщенно, оригинально. То есть я очень люблю Якутию, хочу ее посетить. Надеюсь, в этом году уже будет. На выставку татинцы привезли не только концертные номера, но и работы своих народных мастеров. Их объединили в большую красочную экспозицию, которая привлекала всех посетителей форума. 42 кузнецов и мастериц отправили свои творения. На выставке мы назвали свою выставку «Ис-Ус-Саха». Это декоративное прикладное искусство народа Саха. Представлены все виды работ, начиная от косторезного искусства, заканчивая до конского убранства. Посмотреть на работы татинских мастеров можно еще в течение недели. Также в рамках форума наши земляки проведут мастер-классы по игре на хомусе и бисероплетению. Максим Кардозо, Джор Березкин, Москва. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь с нами.